Привет, друзья! С вами я, Михаил Саркири. Сегодня мы поговорим о кандидатах в президенты, но не обо всех кандидатах, а о кандидатах из Гагаузии. Их в этой кампании сразу двое. Почему мы решили сфокусироваться именно на двух кандидатах из Гагаузии? Дело в том, что это премьера в молдавской политике. Впервые на выборах президента Республики Молдова баллотируются этнические гагаузы. А на этих выборах их сразу двое: Ирина Влах и Александр Стояноглу. Начнем с позитивного вывода. С моей точки зрения, это очень хороший индикатор и прямое подтверждение того, что гагаузов в Республике Молдова никто не ущемляет и не притесняет. Этот факт идет вразрез с многолетними криками и воплями гагаузских политиков о том, что гагаузов в Молдове притесняют. И обратите внимание, гагаузы впервые участвуют в президентской гонке и не один, а двое не в период правления коммунистов или социалистов, за которых в Гагаузии голосуют с результатом свыше 80%, а в период правления партии ПАС и Майя Санду, которая, по мнению большинства гагаузов, спят и видит, как уничтожить Гагаузию и ущемить гагаузов. Это вызывает особый когнитивный диссонанс, когда оба этих кандидата провозглашают себя главными врагами Майя Санду и считают, что в период правления ПАС и Майя Санду в Молдове установилась диктатура или диктаторский режим. Это какой же Санду диктатор, раз позволила своим главным, по их мнению, оппонентам или врагам участвовать в президентской гонке? Любимый Ириной Влах Владимир Путин такую диктатуру бы не одобрил. А почему любимый? Расскажем эпизод из политической карьеры Ирины Влах, когда у нее появилась первая фотография с Путиным во время очередного бесполезного визита Додона в Россию. Она эту фотографию размножила, предварительно удалив с нее Игоря Додона, разместила на тысячах календариков и раздала всем бюджетным организациям, где по разнарядке эти календари развесили во всех кабинетах. Возвращаясь к мифу об ущемлении гагаузов в Молдове. Кто-то, как мы отмечали в прошлой передаче, на мифах об ущемлении гагаузов построил целую политическую карьеру, превратил это в очень прибыльную бизнес-модель и неплохо на этом зарабатывает. Российская пропаганда превратила миф об ущемлении гагаузов в Республике Молдова в один из своих постоянных нарративов против Республики Молдова. Евгения Гуцул и Илон Шор из Москвы постоянно вещают, что гагаузов постоянно ущемляют, и Россия якобы единственный друг и спаситель гагаузов. У нас русскоязычные граждане Республики Молдова, они ущемляются права гагаузы, которые разговаривают на своем родном языке гагаузском, разговаривают на русском языке. Миф об ущемлении гагаузов – одна из любимых тем Марии Захаровой. А тут, на тебе, целых два кандидата гагауза принимают активное участие в этой избирательной гонке, и никаких признаков ущемления, препятствия или давления на них со стороны республиканских властей нету. И как вы думаете, выйдут ли после этого Мария Захарова или Владимир Соловьев с извинениями за то, что продвигали эти ложные нарративы? Думаю, нет. Что-то мне подсказывает, что они продолжат и даже усилят этот ложный нарратив. Оба кандидата свою гагаузскую идентичность сделали одним из инструментов для своего продвижения по карьерной лестнице. Александр Стояноглу несколько раз баллотировался на должность башкана и был первым главным прокурором гагаузской автономии. Потом стал заместителем генерального прокурора Республики Молдова. Ирина Влах 2 срока была башканом Гагаузии и депутатом парламента нескольких созывов от партии коммунистов. А в списке партии коммунистов никому тогда неизвестная Ирина Влах без политического опыта попала по так называемой гагаузской и женской квоте, о чем она сама упоминает в своей автобиографии. Более того, Ирине Влах и Александру Стояноглу не мешает участвовать в избирательной кампании и их языковая принадлежность. Оба они русскоязычные и очень плохо владеют румынским языком. И никто их за это не ущемлял или не ущемляет. Никто в этой кампании не использует их плохое знание румынского языка как козырь против них. Даже те самые демонизированные среди русскоязычных, в том числе и в Гагаузии, унионисты, которых гагаузы ласково называют нациками. Если бы в Республике Молдова на самом деле были нацики, то вряд ли можно было бы представить себе, что в президентской гонке участвовали бы два этнических гагауза, плохо владеющих государственным румынским языком. Никто по этому поводу не истерит. Более того, никто по этому поводу не истерил даже когда Стояноглу занимал должность генерального прокурора, а Ирина Влах была депутатом
парламента и членам правительства. Сами того не подозревая, своим участием в этой избирательной гонке и Ирина Влах, и Александр Стояногло разрушают все мифы и нарративы, которые сами же и продвигали вместе с Россией. Резюмируя эту часть, можно сделать следующий вывод. В Молдове нет диктатуры, в Молдове не ущемляют гагаузов и Гагаузию, и в Молдове нет нациков, от которых нашу страну хочет спасать русский мир. Откуда эти два персонажа появились в избирательной кампании и какой у них политический бэкграунд? Кто-то может возмутиться тому, что я их обезличиваю, называя персонажами. Я называю их так, потому что, по моему мнению, они и есть персонажи в чужой игре. Стояногло вообще в этой избирательной кампании появился как чертик из табакерки. До того, как Игорь Додон объявил о его выдвижении, он не проявлял никаких президентских амбиций и не вел никакой политической и даже общественной деятельности. И даже его страница в социальных сетях не проявляла никаких признаков жизни. Но вдруг, откуда ни возьмись, Александр Стояногло стал кандидатом в президенты, и не абы как, а кандидатом от второй по популярности партии страны, согласно последним опросам. До этого, как вы помните, Александр Стояногло был генеральным прокурором Республики Молдова, который запомнился освобождением Вячеслава Платона, автора схемы по отмыванию денег через молдавскую судебную и банковскую систему, известную на весь мир как Ландромат, а также тем, что саботировал расследование наиболее громких случаев коррупции. А сегодня Александр Стояногло выступает против реформы системы юстиции, которая проводится в стране. С моей точки зрения, можно критиковать реформу системы юстиции, которая сейчас проходит в стране, за то, что она проводится долго или не совсем эффективно. Но никто в здравом уме не может отрицать необходимость этой реформы. Особенно цинично слышать такие заявления от бывшего генерального прокурора. Еще один эпизод, который запомнился в связи с Александром Стояногло, и мы о нем говорили в одном из предыдущих выпусков, связан с так называемым делом о кульке. По заявлению Стояногло в должности генерального прокурора на видеозаписи, слитой Плохотнюком, в кульке, который Плохотнюк передавал Додону, были деньги. Но прокуратура, возглавляемая на тот момент Александром Стояногло, по его словам, не могла это доказать. Я это интерпретирую как то, что Стояногло фактически расписался в своем непрофессионализме, поскольку признал, что прокуратура, возглавляемая им, не может доказать очевидные вещи. Если резюмировать эту часть, получается, что Стояногло был уверен, что Додон взял деньги у Плохотнюка, и очевидно, что в этом он не видит проблемы, поскольку согласился выдвигаться от партии, возглавляемой Игорем Додоном, и ходить по предвыборным мероприятиям вместе с Игорем Додоном. Вот и все, что нужно знать об Александре Стояногло. А что же насчет Ирины Влах? Для того, чтобы не заходить слишком далеко, вспомним, как она стала башканом под лозунгом «Быть с Россией в наших силах» и при массированной поддержке Москвы. Ее башканство прошло под лозунгом 360 градусов, потому что поддержавшая ее Россия, как обычно, на развитие Гагаузии ничего не давала. А вкладывали в Гагаузию международные партнеры, Европейский Союз, Турция и США. Поэтому ей нужно было быть открытой на 360 градусов. Свой второй срок на посту башкана Ирина Влах посвятила культивированию ненависти по отношению к Майю Санду и партии ПАС и активно эксплуатировала риторику и мифы про ущемление гагаузов и желание Санду и ПАС уничтожить Гагаузию. Ирина Влах организовала мероприятие, на котором Санду и ее сторонников сравнивали с фашистами. В середине своего второго срока на посту башкана Ирина Влах фактически начала предвыборную кампанию, используя для этого ресурсы и финансы Гагаузии. Более того, ресурсы Гагаузии она продолжила использовать и после того, как покинула пост башкана. На своих фактически предвыборных встречах она раздавала буклеты с отчетом о своей деятельности башкана, изготовленные за средства из бюджета Гагаузии. И во время башканства и после башканства Ирина Влах предпочитала не замечать преступных действий Шора. Но что красноречивее всего говорит об Ирине Влах, как о политике, так это то, что она практически никак не комментировала и предпочитала не обращать внимания на действия по захвату власти в Гагаузии группировкой Шора через массовый подкуп. Она никак не комментирует тот факт, что из-за захвата власти группировкой Шора Гагаузия
осталась или оказалась в изоляции. Ирина Влах фактически проложила красную дорожку к власти в Гагаузии перед Шором, не комментируя и не критикуя его преступные действия в Гагаузии. Более того, Ирина Влах предпочитает никак не комментировать его преступления против Республики Молдова, одно из которых всем известная кража миллиарда из банковской системы. Ирина Влах готова днем и ночью обвинять в вымышленных преступлениях Майю Санду и партию ПАС, но Шора и его преступления она предпочитает не замечать. Это все, что нужно знать об Ирине Влах как о политике. Общее, что мы замечаем в поведении обоих кандидатов, это упорное молчание по поводу российской агрессии против Украины, про убийство мирных граждан, уничтожение гражданской инфраструктуры Украины вооруженными силами Российской Федерации, оккупацию части территории Республики Молдова российскими войсками и многочисленных угроз, которые исходят от Российской Федерации в адрес Республики Молдова. И в этом нет ничего удивительного. Ирина Влах активный и преданный агент Кремля, которую все эти годы Кремль продвигал в молдавской политике и щедро финансировал ее избирательные кампании, что доказано рядом журналистских расследований. Александра Стояногла, в свою очередь, поддерживает политическая партия, которая фактически является филиалом Единой России в Молдове, а ее члены после начала полномасштабной войны России против Украины неоднократно ездили в Москву, где встречались с депутатами Государственной Думы, которые активно поддерживают российскую агрессию против наших соседей. С одной стороны, хорошо, что гагаузы участвуют в этой избирательной кампании. Это, как мы говорили выше, демонстрирует, что гагаузы, как представители этнической и языковой группы, имеют возможность реализовать свои политические амбиции и права в Республике Молдова. С другой стороны, что эти два персонажа могут привнести позитивного в политическую жизнь Республики Молдова? Если бы эти двое в своей деятельности руководствовались интересами своего сообщества и страны, то они продвигали бы совершенно другие цели и другие нарративы. Например, Ирина Влах, как человек, проработавший 2 срока башканом в Гагаузии и 10 лет депутатом парламента Республики Молдова, способствовала бы интеграции гагаузов в молдавское сообщество. А так, результатом ее башканства стала изоляция Гагаузии и формирование устойчивого мнения, не основанного ни на каких фактах, что в Кишиневе одни недруги и центральные власти страны хотят разрушить Гагаузию. И это восприятие среди гагаузов активно продвигала Ирина Влах практически все 4 года своего 2-го срока на посту башкана. В свою очередь, Александр Стояногла, если бы воспринимал всерьез желание молдавского общества очистить систему юстиции и разобраться с самыми громкими уголовными делами, он бы сделал все возможное для того, чтобы реализовать эти задачи, а не саботировал бы эти процессы в должности генерального прокурора. Молчание Стояноглы и Влах по поводу действий Шора и Гуцул в Гагаузии и их бесконечных поездок в Москву формирует о гагаузах негативное мнение в молдавском обществе и в том числе и на международной арене. В этой избирательной кампании и у Влах, и у Стояногла была возможность показать, что среди гагаузов есть лидеры, отличающиеся от маргинальных политиков, которых привел Шор к власти в Гагаузии, и работающих против независимости, суверенитета и европейского пути Республики Молдова. Но Влах и Стояногла идут в фарватере российских интересов вместе с Шором и его бандой, продвигая те же нарративы и цели только под другим соусом. В этот исторический момент и Александр Стояногла, и Ирина Влах должны были быть в состоянии понять, в чем важность этого момента для Республики Молдова и гагаузского сообщества в частности. Раз уж посчитали, что достойно участвовать в избирательной гонке за должность президента Республики Молдова. Важность исторического момента заключается в том, что перед Молдовой открывается окно возможностей стать частью Европейского Союза и воспользоваться шансом на развитие, который нам предоставляется в процессе европейской интеграции. Но своими действиями и Александр Стояногла, и Ирина Влах саботируют этот процесс и пытаются создать впечатление, что это не важно. Ирина Влах в качестве альтернативы референдума о европейской интеграции предлагает какой-то референдум о закреплении гарантий нейтралитета Республики Молдова, что бы это ни значило. А Александр Стояногла считает, что реформа юстиции, одно из важнейших условий дальнейшей интеграции в Европейский Союз, не нужна. Своим поведением
к сожалению, и Александр Стояногло, и Ирина Влах укрепляют негативные стереотипы в отношении гагаузов и гагаузского сообщества в целом. Хотя у них был шанс продемонстрировать, что не все в Гагаузии смотрят на Россию, и более того, был шанс воспользоваться своим статусом и влиянием в гагаузском сообществе, чтобы открыть глаза гагаузам на то, что европейская интеграция — это уникальный шанс для нашей страны и гагаузского сообщества, в частности, обеспечить свое развитие и безопасность на многие поколения вперед. Друзья, это все, что мы хотели сказать сегодня. Не забывайте подписываться, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся в новом выпуске Nocta Live в следующую пятницу. До свидания.